Это телеканал ИР. Добрый вечер. Пришло время подвести предварительные итоги дня. Я Сергей Кочев. Вечерние новости начинаются. Южная Осетия готова к первому российско-остинскому молодежному форуму. Администрация города продолжает ремонт подъездов в многоэтажных домах. Поручение президента выполняется. Жители села Хитагурова до 20 числа будут обеспечены питьевой водой. Президент Анатолий Бибилов встретился с участниками 5-х Всемирных игр юных соотечественников, которые прошли в Ханты-Мансийске. По итогам проведения интеллектуальной игры «Диалог на русском» команда Южной Осетии обошла всех своих конкурентов и получила диплом первой степени. Ребята участвовали также в соревнованиях по теннису, шахматам, плаванию. И здесь результат впечатляющий. 5-я строчка в командном зачете. Команда юных спортсменов из Южной Осетии, принявших участие в международных играх юных соотечественников в Югре, поделилась своими впечатлениями с главой государства Анатолием Бибиловым. Встреча состоялась в Российском центре науки и культуры. Во встрече принял участие также чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. Глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов поздравил команду с удачным выступлением и поблагодарил главу государства за оказанную помощь. Благодаря этим костюмам, по моим сведениям, команда была очень узнаваема. Команда отличалась практически от всех, в лучшую сторону, естественно. Вот. Люди подходили, интересовались, видели эту надпись «Южная Осетия». Мероприятие было масштабным. Около 60 стран принимали участие в играх. Юго-осетинские ребята участвовали в соревнованиях по теннису, плаванию, шахматам и конкурсе по русскому языку. Они привезли в республику сразу несколько призов и оказались в первой пятерке лучших команд. Наша команда завоевала 2 бронзы по теннису, а в интеллектуальной игре «Диалоги на русском» обошла всех конкурентов и получила диплом первой степени. Учащийся гимназии РУХС Батрас Чочев победил в соревнованиях по шахматам. Кроме этого, он получил приз за самую красивую шахматную партию фестиваля. Руководитель делегации, председатель Федерации по шахматным играм Республики Георгий Шавлохов отметил, что юго-осетинские ребята выделялись не только яркой спортивной формой, но и стремлением к победе. Он также отметил внимание и помощь главы осетинской диаспоры Югры Валерия Абаева. К нам приехал глава диаспоры Ханты-Мансийска. На удивление, в Ханты-Мансийске оказалось очень много осетин. Там, говорят, чуть ли не 1000 человек. Правда, они разбросаны на очень большом расстоянии друг от друга. И к нам вот приехал глава диаспоры, он тоже активно интересовался, как у нас дела. И в конце, уже приехав к нам в гостиницу, купил для детей 9 осетинских пирогов. И мы спустили их в столовую, конечно, такое количество мы не сели, и мы делились с другими командами. К нам выстроилось такое маленькое паломничество за осетинскими пирогами, угощали остальные делегации тоже. Президент Федерации по плаванию Евгения Терлеева присоединилась к словам благодарности в адрес президента и родителей юных спортсменов за поддержку. Тренер отметила хорошую работу судейской коллегии соревнований и обозначила, что нашу команду хвалили не только за подготовленность, но и за хорошую дисциплину. Наша команда на самом деле не получала никаких замечаний, так скажем, были команды, которым, извините, даже полицию вызывали в гостиницу, то есть мы так не отличались. Более того, однажды разговаривали руководители волонтеров, а это достаточно представительные люди. Они не слышали, что я была, не видели, что я была невольным слушателем их разговора, близко стояла. Стоят, разговаривают, 2 женщины, говорят: какая команда тебе нравится? Она говорит: Южная Осетия. Ты знаешь, мне тоже Южная Осетия больше всего нравится. Я пошла такая счастливая, потому что действительно дети стали родными за эту поездку. Юные спортсмены делились эмоциями от самих соревнований и обширной культурной программы в рамках игр. Поездка была очень запоминающей, это было невероятно, мне очень понравилось все. Мы были единой командой, мы постоянно помогали друг другу, везде и всегда. Многие команды говорили, что мы очень дружные, что было очень приятно. Мне хотелось бы выразить благодарность Россотрудничеству, которое подготовило нас к отправке в Ханты-Мансийск. Хотелось бы поблагодарить президента нашей республики Бибилова Анатолия Ильича.
который помог нам с формой, и эта форма нас ярко выделяла. Про эмоции хочу сказать, что турнир выдался ярче, чем я ожидал. Помимо того, что это было великолепное спортивное мероприятие, помимо этого это было и великолепное культурное мероприятие. В одной делегации я случайно слышал такое выражение. Что они делают? Ну, это конкретные осетины. Вот это выражение мне очень сильно понравилось. Глава государства отметил, что текущий год богат на спортивные победы. И он не сомневался в том, что дети проявят себя так ярко. То, что Южная Осетия заняла первое место по русскому языку, говорит о тесных связях между нашими народами, отметил президент. Вы на самом деле показали высокую культуру. В первую очередь, что важно, вы показали свои способности, на что вы способны. Причем и в спорте, и в интеллектуальной игре. И самое главное, вы показали высокую организованность и показали личную дисциплину. Вот эти факторы, они как раз способствовали тому, чтобы вы успешно выступили, и чтобы сегодня мы все вами гордились. Вам желаем успехов, что в направлении спорта, что в направлении знаний. И мне бы очень хотелось, чтобы ваши родители вами всегда гордились. Всегда. На всех этапах вашего жизненного пути. Президент распорядился подготовить благодарности участникам и их руководителям. Эльвира Тибилова, Аида Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. По случаю первой годовщины установления двусторонних отношений с Республикой Южная Осетия президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил президенту Анатолию Бибилову телеграмму. Цитата. «Уважаемый господин президент, дорогой друг, по случаю первой годовщины установления отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Южная Осетия с радостью выражаю вам наше стремление продолжать сотрудничество и прилагать усилия, опираясь на проделанную работу за год, на благо взаимной выгоды наших двух народов. Примите уверения в моем высоком уважении и почтении». Конец цитаты. К другим темам. Полпред президента Мурат Джоев принял у себя сопредседателей Женевских дискуссий. Главной темой разговора стало обеспечение мира и стабильности. Были затронуты и другие пункты предстоящего раунда Женевских дискуссий, которые пройдут в июле. В ходе встречи коллеги обсудили вопросы, связанные с подготовкой очередного раунда женевских дискуссий. Полномочный представитель президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев подчеркнул, что предстоит продолжить ту важную работу, которая проводится на площадке женевских дискуссий по обеспечению мира и безопасности. Мурат Джоев также сообщил сопредседателям, что 9 июня в Южной Осетии состоялись выборы в парламент 7-го созыва. Это были уже 7-е выборы. Начиная с 1990 года. Выборы прошли очень демократично, в очень спокойной рабочей обстановке, за ходом выборов, подготовки и выборов. Наблюдали представители 12 стран, более 70 международных наблюдателей. Сопредседатели поблагодарили за теплый прием и выразили готовность к плодотворной работе. Стороны подробно обсудили пункты повестки предстоящего раунда женевских дискуссий. Особое внимание уделили вопросам безопасности и гуманитарного характера. Мы прошли по всему спектру вопросов, которые будут обсуждаться в рамках женевских дискуссий. Хочу отметить, что вопрос безопасности считаем важным и поэтому рассчитываем на плодотворную работу. Участники встречи отметили, что вопросы безопасности и неприменения сил являются ключевыми. В повестку дня предстоящих дискуссий входит также вопрос без вести пропавших людей. Мурат Джоев отметил, что женевские дискуссии являются важнейшей международной площадкой, где рассматриваются вопросы, волнующие нас. Это вопросы гуманитарного характера и прежде всего, и в первую очередь, это вопрос выяснения судьбы без вести пропавших юго-осетинских ребят, которые считаются таковыми с 2008 года. Что касается вопроса беженцев, то этот вопрос по мандату входит в круг вопросов, которые должны обсуждаться на женевских дискуссиях. И на первых раундах в течение 2 лет этот вопрос мы обсуждали.
Однако после того, как Грузия ежегодно стала выносить на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, которая является явно политизированной, однобокой, преследует интересы только, соблюдает интересы только грузинской стороны, мы посчитали, что на этом фоне в Женеве обсуждать эту проблему беженцев становится бессмысленной. Поэтому мы предлагаем обсуждать эти вопросы прежде всего в Женеве, то есть чтобы грузинская сторона перестала выносить эту свою политизированную резолюцию на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН. Или же мы заявляем, что мы готовы обсуждать эту важную для нас проблему на любой площадке, где будет наше равное представительство. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в начале июля. Алена Алтаева, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня. Первый российско-остинский молодежный форум пройдет в Цхинвале. Уже сегодня в Южную Осетию прибудут делегации из России, Луганской и Донецкой народных республик, Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха и Северной Осетии. В течение 4 дней молодежь из дружественных стран будет делиться опытом, участвовать в круглых столах, семинарах, спортивных играх и просто общаться. Направлениями работы форума станут социальное проектирование, добровольчество и нетворкинг, в основе которого лежит так называемая теория 6 рукопожатий. На образовательных площадках знаниями с молодежью будут делиться ученые, предприниматели, политические и общественные деятели. Участников форума ждет и культурная программа, в которую войдут стрельба из лука, конные скачки, приготовление остинских пирогов и ронхаст, экскурсии по историческим местам Южной Осетии. В рамках форума состоится круглый стол на тему «Молодежная политика в Российской Федерации и в Республике Южная Осетия. Анализ ситуации. Перспективы развития российско-остинского взаимодействия в сфере молодежной политики». Лекция по социальному проектированию под руководством тренера Александра Почкина. Мастер-класс разработчика методических пособий Алены Лепешкиной, показы фильмов Григория Маймева, а также товарищеский матч по футболу. В работе форума в качестве почетного гостя примет участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Елена Газаева, Диана Тыхова. Информационный выпуск сегодня. Жители многоквартирных домов на улице Тоболова дождались своей очереди. Городская администрация продолжает работу по ремонту подъездов. Меняются окна, двери, устанавливается облицовочная плитка и освещение. Зарина Кочева проверила ход работ. К ремонту подъездов многоквартирных домов в Цхинвале приступили в прошлом году. Силами городской администрации капитально отремонтировано уже 20 подъездов. С начала этого года ремонтные работы вновь возобновились. В 3 подъездах уже заменены окна и двери. Сейчас работы ведутся в домах по улице Тоболова. Завершаются штукатурочно-малярные работы. Старые деревянные окна заменены на пластиковые. Полы облицованы плиткой. Устанавливают специальные подъездные светильники. Подъезды находились в плачевном состоянии, сыпалась штукатурка. Как только мы получили финансирование, сразу же приступили к капитальному ремонту. В ремонтном процессе задействованы местные ребята, которые добросовестно выполняют работы. Они обеспечены необходимым стройматериалом. Работы будут проведены качественно и в кратчайшие сроки. Подъезды, которые не ремонтировались долгие годы, обветшали. Жильцы обращались во все профильные инстанции, однако ситуация поменялась только в прошлом году. Помимо отделочных работ в подъездах, ЖЭК меняет и подвальные инженерные сети. Главная цель – создать благоприятные условия проживания для граждан. Зарина Кочева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Ежегодно, 12 июня, вместе с российским народом мы с размахом отмечаем один из самых главных праздников страны – День России. В преддверии и в день празднования проходят различные мероприятия, организованные Министерством культуры и посольством России в Южной Осетии. Благодаря всесторонней помощи Российской Федерации Южная Осетия восстанавливается и развивается. У будущих поколений есть уверенность в завтрашнем дне. Народ Южной Осетии всегда на всех площадках заявляет о том, что Россия является главным стратегическим партнером. Об этом сегодня говорил и председатель правительства Эрик Пухаев. Министерством культуры республики было проведено мероприятие, посвященное Дню России. Жанна Засеева поблагодарила присутствующих за оказанное внимание. Со всех районов были приглашены работники культуры, привезли с собой лечебные травы на праздничное чаепитие. Благодарю всех, кто сегодня пришел. В первую очередь я хочу адресовать слова благодарности всем тем, кто
кто приложил руку к тому, что сегодня в этом зале уютно, тепло. Председатель правительства Эрик Пухаев поздравил всех присутствующих с этим днем, а также рассказал об истории создания праздника. Также в этом году в Санкт-Петербурге будет отмечаться 270-летие открытия первого посольства Осетии в Российской Федерации. Я хочу поздравить всех присутствующих с этим великим праздником, поскольку у нас с Россией издавна сложились такие отношения, братские, хорошие отношения, что мы, потомки наших предков, продолжаем эти традиции, и мы с вами также отмечаем этот великий праздник. Гости отметили значимость российских праздников в Осетии. День России – символ национального единения, свободы и сплоченности. Это знаковый день для каждого гражданина России. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса была также организована выставка, приуроченная ко Дню России. Елена Газаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. 20-тонный резервуар установят в селении Хитагурово для беспрерывной подачи воды жителям. Соответствующее распоряжение по устранению давней проблемы дал глава государства в ходе встречи с жителями села. Какие работы уже проведены, расскажет Анжела Кокоева. Часть жителей селения Хитагурово испытывают нехватку питьевой воды. Проблема ее отсутствия существует не первый год. Об этом жители рассказали президенту Анатолию Бибилову во время его встречи с населением. Тогда президент поручил администрации Цхинвальского района обеспечить жителей водой до 20 июня. И вот уже несколько дней работники ЖКХ района работают на окраине села. Уже пробурили скважину, сейчас вода проходит этап фильтрации, после чего на дне поставят насос, откуда воду будут качать в 20-тонный резервуар. Пробурили где-то на расстоянии 37 метров. И здесь оказалась вода. До этого у нас были попытки, конечно, чуть выше мы пробурили, но там воды дебита оказалось очень мало. На сегодняшний день мы попали в точку, и вот через несколько дней после того, как вода очистится, мы будем проводить дальнейшие работы. Подведем линии, подведем цистерну, подвезем, и вода будет самотеком уже поступать к той части населения, которая вот это изъявили. Как добавил Валерий Бибилов, идет работа и над водопроводом в селе Низар. Это позволит в большом объеме обеспечить население Хитагурова питьевой водой. Я думаю, какое-то засорение есть, и мы на днях тоже, на новой неделе, начнем уже работать над этой темой. И зарская вода тоже будет поступать в эту цистерну. Цистерна, здесь у нас 2 цистерны по 50 тонн, 100-тонник стоит наверху, плюс еще внизу стоит 20-тонник, и плюс еще вот этот тонн. В итоге где-то выйдем на 200 тонн воды, которые ежедневно будут получать жители села Хитагурово. Сами жители следят за ходом работ. Впереди жаркое лето, и вода жизненно необходима. Воды у нас никогда не было. Благодарим в первую очередь нашего президента. После того, как мы рассказали ему о трудностях, которые испытываем из-за нехватки питьевой воды, реакция последовала сразу же. Мне еще до конца не верится, что нам проведут воду. И, наконец, мы сможем вдоволь насладиться живительной влагой. Чтобы вода в дома поступала бесперебойно, жители села не должны использовать ее для поливки огородов. Параллельно ЖКХ Цхинвальского района помогает и жителям села Кусрит. Сельчане попросили технику и своими силами приступили к укладке водопроводных труб. В этом селении тоже будет установлен резервуар. Анжела Кокоева, Заур Остаев. Информационный выпуск сегодня. Министерство сельского хозяйства проводит мероприятия по недопущению повторной вспышки болезней. По словам министра Льва Пухаева, большинство болезней заносятся из соседней республики. Для недопущения заноса устанавливаются дисбарьеры. Также производится вакцинация домашнего скота. Подробности данной проблемы расскажет Роза Тедеева. Министерство сельского хозяйства проводит профилактические мероприятия по предотвращению возникновения на территории Южной Осетии различных инфекционных заболеваний домашнего скота. Первый дисбарьер был установлен на границе Южной Осетии с Грузией в районе Тек. По этой дороге периодически проезжают машины Международного комитета Красного Креста. И не исключена вероятность заноса инфекций с сопредельной территории. По мнению министра сельского хозяйства, эти дисбарьеры необходимы, так как большинство заболеваний в нашу республику заносят
зависят из сопредельной территории, поэтому аналогичные барьеры установят на пропускных пунктах Роздохан в Ленигорском районе и в селе Карзман Зауского района. Как отметил главный специалист управления ветеринарии и животноводства Владимир Лулаев, дезбарьеры периодически будут обрабатываться специальным средством. формалин раствор, 2% раствор формалина. Хотя канам бадам донима 40% раствор формальдегида. Ами парк канам бадам мана хасы дезбарьер. Буне парк канам каве на юфтатхшин тафт бун куннават райсум ма изаре. سمعت که ومال تعبدون خواده بون يفتش برخط درقة برخكان. Помимо работы по предотвращению заноса инфекций, Министерство сельского хозяйства проводит плановую вакцинацию домашнего скота против вспышки заболевания модулярным дерматитом. Наличие этой болезни впервые было выявлено в прошлом году. Были случаи падежа домашнего скота. В этом году правительством выделены необходимые финансовые средства на закупку вакцин. Ветеринарные службы приступили к вакцинации, однако многие граждане не разрешают прививать своих домашних животных. Из вакцината кашита орозака немангей. Масаиву манаше модулярный дерматит бхай. Форум бира раватфесавтом. Армастарвите хема. Наведесте ярастаже вакцината. Уше не знам наведи. Фос фаренченесте. Ренчене растаже дарсе саростом. Ма я фастадар. Шамай хохам хабарта машауи. Витхай. Из плановой вакцинации на одам дарехуме бомборуй, олшидар орозан шамай сафус ойверса, на он нанис, продукция дар нанизу, на эстудар нанизу. Вакцинация канам алестурендер самедек маолфазна иммунитет ума уколафаста нолфаренчундинстур юофаз хайхуни иммунитет. دو دست میخواست. فرانسویستم آسان بود واکسیناسی. اما تا نمیگه قبل افتادیات کرد. سمدری که تا یوفزمه استورته مافرنشونه. هاست واکسینات خیلی سال بالخطا بیوجته مثل آرازم نارگی. فرنشونه کنسه بازد نوجب زرد. و من مثلا خوش کردن چون Как заверил министр сельского хозяйства, ведется ежедневный мониторинг ситуации по всем районам республики, особенно в приграничных населенных пунктах. На сегодняшний день не выявлено никаких инфекционных заболеваний. Роза Тедеева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. По всей республике пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью плюс 15. В Даусском районе днем плюс 25, ночью плюс 15. В городе Куайса днем плюс 22, ночью плюс 16. В Ленигорском районе днем плюс 28, ночью плюс 18. В столице республики, городе Герой Цхинвал, днем плюс 28, ночью плюс 17. Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что мы работали в прямом эфире. А у меня на этом все. Удачного вам завершения дня.